Первый пункт проверки – торгово-логистический центр общей площадью 6000 квадратных метров, предназначенный для длительного хранения свежих овощей и фруктов. После ввода объекта в эксплуатацию здесь смогут работать свыше 300 человек. Ко Дню Республики, как отмечают подрядчики, сдать полностью торгово-логистический центр они не успеют, но оформить фасад обещают. Осмотрев здание, Мадина Гойгова отметила значимость этого объекта. В республике хороший агропотенциал, и мы надеемся, что путем, когда у нас будут создаваться такие объекты, тем самым это будет стимулировать людей для того, чтобы они могли знать, что есть возможность для реализации произведенной продукции, потому что самое главное – это рынок сбыта. Ну а самый приятный подарок жители Карабулака получат ко Дню Республики. Это два великолепных парка по двум сторонам реки. На одной стороне будет парковая зона, водопад, мини-зоопарк, кафе, аттракционы для детей. Все это расположится на 2 гектарах земли. Рабочие уже установили фонарные столбы и выравнивают территорию. Мадина Гойгова отметила, что в таких местах необходимо установить видеонаблюдение, ведь безопасность жителей превыше всего. Когда места такие бывают, чтобы у нас и порядок был, раз столько сил вложено и средств, то мы должны максимально обеспечить и сохранность всего, что здесь будет. Опыт. Тот парк Славы я 3 года назад открывал с безопасностью, так как я местный, мне легко с этим разбираться. Я знаю, кого подключить и как это делать. Так что в этом проблем не будет. На другой стороне реки намерены высадить плодовые деревья. Здесь же будет фонтан, скамейки, яркое освещение, велодорожки, а в середине парка будет красоваться башня. В общем, по окончании этих проектов жители Карабулака с удовольствием смогут тут отдохнуть и с пользой на свежем воздухе провести время. Вот этот бугор со всех сторон чисто будет как газон. Чисто засеем газоном, а вот эта остальная часть, камень и заводь будет впереди, вот как это, и будут стоять вот как морские зонтики у нас. Столы вокруг, столы наверху. Сможете сделать посещаемое место, самое посещаемое в городе? Я на это и надеюсь. Также Мадина Гойгова предложила провести среди жителей Карабулака конкурс. На лучшую благоустроенную улицу, на лучшую оформленную улицу, на, я не знаю, если у вас есть многоквартирные дома с балконами, да, там, на лучшее цветочное оформление балкона. Придумать, посмотреть, для того, чтобы вы могли, люди подключиться к этому вопросу. А вот магазин под названием «Сделано» в Ингушетии откроют только в сентябре. Сейчас построена только основа цокольного этажа. Строится он также в рамках 25-летия республики. На сегодняшний день первый в Карабулаке. И с его открытием жители Карабулака смогут покупать местную продукцию в одном месте. По сроку, ну, я так смотрю, мы пока видим только работы по первому этажу. Сейчас дальше это очень быстро пойдет, потому что основание у нас было, вот фундамент был заложен совсем недавно. Они боятся, что если они начнут класть там, технологии не нарушаются. Но на текущий год они у вас стоят, да, по срокам, правильно? Да, конечно. А какому сроку ориентировочно? Мы на какой можем срок рассчитывать? Где-то в начале сентября. Далее инспекция продолжилась в городе Сунжа. При въезде около местного пруда власти намерены разбить парк, поставить скамейки и провести освещение. Начиная от данного лицея, будет идти тротуарная дорожка полностью, имеется через эту же аллею, вот данная вот эта площадка, где срублены деревья. Там будет уже тротуарная дорожка с плиты, лавочки, освещение, ну как. То есть полностью вы все сделаете? Мини-скверик, да. И потом будет дорожка уходить на пруд. Так. Вот а места отдыха там будут созданы? Вот вы скамейки сказали, специальные кармашки, все будет создано? Вот здесь будет именно как раз таки с кармашками, да, именно по аллейке, как у нас на Назране центре находится. Затем проверили родник. В народе его называют серный источник, который необходимо было благоустроить ко Дню Республики. Правда, здесь без замечаний не обошлось, так как работа еще даже не начата, а ведь облагородить необходимо не только родник, но и подъезды к нему, а это большой объем работы. Не очень хорошо то, что вижу пока. Потому что если вы это только сейчас будете делать, уже апрель, на скоро май. Центральный парк Сунжа также планируют реконструировать. Ко Дню Республики здесь будут высажены цветы, а вместо вот этой вот клумбы хотят установить сцену. В общем, жители города обещают обеспечить местом для комфортного проведения досуга. Ну а подводя итоги инспекции, Мадина Гойгова отметила наиболее важные моменты. На что мы особо акцентировали внимание. Во-первых, как минус пока отметим, что это недостаточное оформление и подготовка городов, районов республики. Я надеюсь, что данный вопрос будет уже решен до 1 мая, потому что такой срок мы устанавливаем муниципальным образованием.
Мы особо контролируем, учитывая, что сейчас у нас и месячник проходит по благоустройству, то есть по санитарной очистке, субботники в республике. И идет акция по высадке деревьев, что будет завершена та работа, которая предполагает высадку 25 тысяч саженцев в Республике Ингушетия, это к году 25-летия. И будут благоустроены 25 парков и скверов, как это и заявлено в плане, утвержденном главой субъекта по подготовке к проведению 25-летия. А завершилась плановая инспекционная поездка итоговым совещанием в администрации Сунжинского района. Местным властям даны поручения активизировать работу по всему району и городу, сделать освещение, развесить логотипы к 25-летию и баннеры к предстоящим праздникам 1 и, соответственно, 9 мая. Также на месте было решено вместо серного источника благоустроить родник при въезде в Сунжу, сделать освещение и удобный доступ для всех желающих набрать воду. Светлана Томова, Магомед Урусханов. Новости 24.